Власти Якутска начали задумываться о строительстве крематория в городе. В столице уже несколько лет ощущается нехватка земель на кладбищах. К примеру, с 2016 года Вилюйское кладбище в черте города уже закрыто для общего захоронения. Как будет решаться этот важный вопрос, выясняла Сусанна Рожина. Раньше это место было кладбищем. Многие горожане знают об этом, потому что когда здесь были еще деревянные дома, прямо во дворах всплывали гробы. А сейчас это центр города, который активно застраивается. Проблема нехватки земли все больше толкает власти города задумываться о строительстве крематория в городе Якутске. И уже есть подобный проект. И как к этому относятся горожане, мы с вами и попытаемся узнать. Ой, я даже не могу это представить. Ну, все-таки, как, меньше возни. Положительно, наверное. Кремация. Да, хорошо отношусь, обязательно надо. Да. Поддерживай. Я бы не хотела, чтобы меня сожгли. Я бы сам даже был бы не против, если меня бы сожгли. Насчет крематория предпочитают многие, оказывается, да. Ну, я не знаю, это с чем связано. Ну, может, это смена поколений идет. Мы сегодня живем в рыночных условиях и так далее. Ну, экономически, я считаю, сегодня в Якутске, крематорий, да, будет невыгоден. Черновато. Ну, потому что город небольшой, а расходов много будет. Вот. И я думаю, что еще преждевременно. Если говорить насчет расходов, то сейчас обычно захоронение обойдется в 30 тысяч. В городах, где уже действует крематорий, их услуги стоят 20-25 тысяч. При этом, как показывает статистика этих городов, лишь 30% родственников усопших пользуются крематорием. В Якутске ежегодно погребают 1800 человек. Все-таки как перспектива крематорий, именно вот это, я считаю, есть и будет. Вы сами говорите, вчера вы опрос делали, 50%. Ну, это у нас сегодня, а если простая арифметика, да, если 1800, значит у нас где-то 800-900 человек хотят крематорий. В Якутске в настоящее время действует только одно кладбище – Маганское, но и там уже не хватает земель. При этом в каждом пригороде есть свои места для захоронений. Чтобы в столице снять напряженность под новое кладбище, выделено место в районе птицефабрики общей площадью более 20 га, и его ресурсов может вполне хватить на ближайшие 20 лет. Отметим, что во многих городах активно строят крематории с залами прощания, отдельными технологическими помещениями для подготовки умерших и для кремации. Также оборудованы парки памяти с колумбарием для хранения праха в специальных урнах. Но это крематорий сразу не появится, буквально на следующем году и так далее. Но это будет, я еще раз говорю, привязано будет с новым кладбищем, который птицефабрика. И будет рассмотрен этот вопрос. Отметим, что на конкурс «Народный бюджет» уже был внесен проект строительства крематория, который может быть реализован в комплексе со строительством нового кладбища на птицефабрике с территорией под колумбарий. Общая сумма инвестиций оценена в размере более 5 миллионов рублей. Как считают эксперты, строительство крематория в нашем городе не только желание жителей, но и решение многих проблем. Сусанна Рожина, Владимир Павлов, Семен Семенов, Якутск.